Музон представляет. Лайфкаст на Музон. Всем привет! В эфире телеканала Музон, проект Лайфкаст. С вами Арнур Истыбаев. Сегодня у нас в гостях человек, который точно знает, как превратить мечту об автомобиле в реальность. Предприниматель, логист, автоброкер и директор компании «Автобаза КЗ». Он помогает привозить автомобили со всего мира и строить бизнес на доверии и профессионализме. Встречайте, у нас в гостях Асхат Каирбек. Асхат, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Асхат, скажите, пожалуйста, вот вы привозите автомобили из США для своих клиентов уже много-много лет. Какой самый выгодный автомобиль вы привезли своему клиенту? Самый выгодный кейс – это был Lexus GX 460 2022 года. Приобрели мы на аукционе Копарт за $26 тысяч. Полностью с учетом всех таможенных сборов, утилизационных сборов в Казахстан, с доставкой под ключ нам обошелся 23 миллиона. Тем временем на локальном, на местном рынке Казахстана этот автомобиль стоит 35 миллионов. Также у нас был BMW X7 версии 2022 года тоже. Нам обошелся 24 миллиона. Такой автомобиль на местном рынке 39 миллионов стоит. А самый минимальный на аукционе, за сколько мы взяли, это был Subaru Outback, чистая история Carfax, единственный владелец. Купили мы его за $900, 450 тысяч тенге. А почему такая разница в цене? С чем это связано? Разница в цене, так как Америка большая страна, очень много моделей, и у них есть страховые аукционы и дилерские аукционы. Там полная прозрачность, и вот покупка идет. Асхат, скажите, пожалуйста, с чего начался ваш путь в автобизнесе и почему вы выбрали именно вот это направление? Мой путь в этом не случайно. Я жил 3 года в Штатах. Там я увидел абсолютно прозрачный автомобильный рынок, нескрученные пробеги, чистые истории. После как я прожил в Штатах, я вернулся в Казахстан, работал в КТЖ, это Казахстан Темиржол, железная дорога. Там я проработал 3 года, получил опыт коммуникации, маршрутных листов, договоров, также общения с клиентом. Вот. После этого я уволился оттуда, приехал к себе в родное село Баяново. Там я занялся общепитом. И после этого мне предложил дядя съездить в Грузию. Мы съездили в Грузию, там увидел я рынок. И более какие-то детали у меня в голове сложились. И после этого появилась автобаза КЗ. А в какой момент вы поняли, что вот вам интересны именно автомобили? Может быть, это отголоски с детства? Да, в детстве я интересовался автомобилями, но отголосок, наверное, у меня брат работал в Toyota-центре, вот он в основном мне там где-то что-то поддерживал, бывало, там работали с россиянами, им отправляли тоже автомобили, и какое-то вот он направление дал, и после этого я как-то начал в автомобильной сфере. Вы помните свой самый первый автомобиль? Да, помню. Это был Subaru Outback 2014 года. Ага. Купили мы его за $1 300 000 тенге. Полностью с доставкой, с утилизационным сбором нам обошелся он в 5 миллионов 700 тысяч. Тем временем на рынке такой стоил 8-9 миллионов. Разница 3 миллиона почти. Асхат, сегодня многие задумываются, о покупке авто из-за рубежа, в частности из США. Скажите, пожалуйста, какие плюсы и, возможно, риски есть такого выбора? Плюсов это очень много. Америка, получается, предоставляет доступ к истории автомобиля. То есть мы берем историю и увидим, сколько было там хозяинов, все страховые случаи, ДТП, как обслуживался автомобиль. Вот это то есть все видим. Второе из плюсов – это экономия. На 30-40% ниже рынка обходится автомобиль с учетом того, что платится доставка,
растаможка, утилизационные сборы до Казахстана. А автомобиль выходит на 30% ниже рынка. Иногда даже бывает на 40% даже. Вот. А есть ли какие-то, так скажем, да, ловушки, в которые чаще всего попадают новички? Ловушки бывают, да, это непонимание истории, не брать анализ истории Carfax, также смотреть на красивую цену, допустим, машина дешевая, да, там красивая цена там за $3000 стоит, а они не просчитали полностью доставку, растаможку, все эти утилизационные сборы, либо, может быть, скрытые дефекты там, вот это. Либо у новичков бывает еще ошибка, если они работают через посредников. То есть это когда непрозрачно, бывают какие-то скрытые комиссии или в ходе дела там выходят какие-то суммы. У нас таких нюансов нет, у нас все прозрачно, у нас клиент видит полностью автомобиль поэтапно, и получается он заранее уже знает до покупки автомобиля, сколько он обойдется ему до Казахстана. То есть вот я новичок, могу обратиться в вашу компанию, и вы мне, ну так скажем, да, под ключ можете привезти автомобиль из США. Да. Как вы проверяете надежность поставщиков и в целом сами автомобили? Как происходит вот этот процесс? Так, у нас идет трехуровневый процесс. Мы, получается, ищем на больших маркетплейсах. Это страховые аукционы, есть дилерские аукционы. Подбираем вам автомобиль под ваш бюджет. Проверяем историю Carfax, сколько было владельцев, было ли ДТП, как обслуживалось, скручивался ли пробег полностью, это все проверяем. Если есть какие-то сомнения, то мы убираем этот лот и ищем следующий автомобиль. Вот. Асхат, давайте проговорим для наших телезрителей, что такое Carfax. История Carfax, это получается полностью в Америке полностью записана история автомобиля. То есть с момента покупки автомобиля... Не с момента выпуска автомобиля, а с момента именно покупки, правильно? Да, с момента покупки автомобиля уже записывается история автомобиля. И что в этой истории? Туда записывается сервисное обслуживание, какой сервис загоняли, как обслуживали автомобили, какие запчасти менялись, вот это все показывают. Показывают страховые случаи, это предыдущие ДТП показывают. Также по шкале тяжести тоже учитывается все это. Минимальная, средняя тяжесть и высокая тяжесть. Вот полностью проверяем по истории Carfax. Также есть авточек. Их много очень в Америке, так как у них все прозрачно по автомобилям. Все записывается. Вот. Асхат, бывали ли такие ситуации в вашем кейсе, когда вы отговаривали своего клиента, покупателя от покупки того или иного автомобиля? И почему? С чем было это связано? Да, довольно часто бывало, что мы отговаривали от покупок, так как клиент... Бывает то, что ему понравился автомобиль. И цвет. Он хочет, да, и вот этот автомобиль. Да, и он уже его хочет. Но бывает там то, что документ не тот, категория не подходит, или история Carfax неполная там история. То мы иногда, бывает, отговариваем клиента и подбираем другой автомобиль. Ну, часто клиент нам доверяет и в основном соглашается. И мы ищем ему другой автомобиль, и в основном находим всегда по его бюджету. Скажите, пожалуйста, с какими неожиданными ситуациями вам приходилось сталкиваться при доставке автомобилей? Так, это BMW из 7-й версии. Мы его купили в Калифорнии на аукционе Copart, на IEA. Купили, получается, оплатили за машину. Хотели отправлять в порт в сторону Калифорнии, а там оказался бунт. Бунт работников, так как они хотели поднять зарплату, работники порта. Мы узнали об этом заранее, перестроили маршрут в сторону Нью-Джерси. Сухопутная доставка была чуть дороже, там, на $200, но клиент сэкономил время. Почти на 2 недели мы ему привезли быстрее автомобиль.
А как выгоднее доставить автомобиль из США? По морю, по небу или вот по, как вы сказали, по сухопутке? Конечно, с Америки выгодно будет по морю. Это получается как? Мы участвуем на аукционе, покупаем вам автомобиль, в течение 3 дней оплачиваем за автомобиль. Забирают с ближайшего склада автомобиль, везут его в порт, с порта уже грузят в контейнер и оттуда идет по морю. Далее он проезжает в Турцию, с Турции он прибывает в Грузию. Из Грузии уже далее у клиента появляется выбор либо забрать автомобиль самим, либо воспользоваться нашей услугой автовоза. Там бывает и сухопутный транспорт, и морская логистика. Но в основном морская логистика, конечно, дешевле, чем на самолете привозить груз, допустим. Это самый выгодный путь доставки, а вот самый безопасный, чтобы, так скажем, не повредить автомобиль. Самый безопасный, я думаю, это морем, потому что в контейнере, там в порту есть... Какие-то специальные защиты, да, стоят? Да, есть специальные защиты, крепления, и они, портовая загрузка у них идет по регламенту, получается. У них правила погрузки идет в контейнер 4 автомобиля. Каждый автомобиль снимается 4 колеса, это вот... Все они по регламенту делают и для безопасности. И каждый груз страхуется. Асхат, расскажите, пожалуйста, о самом сложном случае подбора автомобиля в вашей практике. Самым сложным это был Lexus NX. Подбирали клиенту, он был немного прихотливый. И ему нужно было коричневый салон, полная комплектация, в белом цвете, там, с черными подставками туда-сюда. И вот мы ему долго, конечно, искали, предлагали другие альтернативы, но он все равно настаивал на своем. Ну, мы ему в итоге нашли, месяц хоть искали. Месяц? Да, месяц искали и нашли на аукционе также, на Манхейме, выиграли ему и привезли, доставили, он очень был рад. Вот. Как выстроить бизнес так, чтобы клиенты вам доверяли на 100%? Ну и при этом, конечно же, вот сохранить эту репутацию. Прозрачность. Есть история Carfax. Также есть система отслеживания, GPS-навигация, полные страховые пакеты. То есть мы отгородили клиента от всех небезопасных случаев. Да. Также, когда мы подбираем на аукционе, клиент проходит от А до Я, и это уже доверие происходит само по себе. Когда мы ему ищем машину на аукционе, потом выиграли ему, поэтапно идет оплата, и вот после этого всего само идет по себе, получается. И также это работа, наработанная годами, и уже идет доверие с этого. Также сарафанка вот. Асхат, скажите, пожалуйста, а в чем преимущество автомобилей вот именно американских? Чем они отличаются? Америка отличается тем, что Америка для своего рынка, для своих людей, они делают более качественные автомобили, качественные комплектации, там с какой-то другой кожи, в другом цвете, не как здесь, на нашем рынке, который дают. Также второе – это прозрачность, то, что у них более прозрачный рынок, полностью видим историю всех автомобилей. Третье – это экономия. Экономия на 30-40% ниже рынка, когда привозим автомобиль. Все-таки вот выгода получается в цене. Да, выгода в цене, да. На ваш взгляд, как изменился рынок автомобилей в последние годы в нашей стране? Сейчас рынок автомобилей переполнилось заграничными автомобилями. Это с Америки привозят, с Кореи. Люди уже не боятся покупать из-за границы. Второе – это уже то, что много компаний стало, которые привозят автомобили из-за границы. Также уже люди требуют историю, ВИН-коды уже смотрят. Уже с Америки легче стало покупать машину, чем 5-7 лет назад. Какие страны сейчас наиболее выгодны для покупки авто? Можете привести пример топ-3 стран? Первая страна – это США. Это прозрачность, это качество, это
экономия. Экономия, причем не только денег, но и, наверное, и времени. Ну и времени, и денег, да, конечно. Скорее, конечно, можно будет быстрее пригнать автомобиль. За 2 недели, за 3 недели даже можно пригнать. Но в Америке это, качество хорошее. Вот. А вторая страна – это Корея. В Корее, конечно, это тоже безопасность. История, конечно, не прямо вся полная на 100%, но тоже можно брать с Кореей. Третье – это Европа, но я считаю, что для иномарок, получается, там не так особо выгода. Если только брать на спецтехнику, допустим, там автовозы, можно вот с Европы гонять, или там автобусы, большие спецтехники, вот можно с Европы гонять. То есть, чтобы привезти автомобиль из Европы, по итогу у тебя получится, дороже, да, нежели из США? Да, чуть дороже, да, может выйти локального рынка. Расскажите, пожалуйста, немного о своей компании «Автобаза КЗ». Когда она образовалась, и в целом историю. Автобаза КЗ образовалась в 2022 году. После, получается, после увольнения в КТЖ не знал, чем заняться, и там открывал общепит, там тоже что-то не получилось, и начал заниматься... мне дядя предложил поехать в Грузию. В Грузию поехали подобрать ему автомобили. Выбрали 2 автомобиля. Я увидел этот рынок Грузии и понял, что Грузия покупает автомобили из Америки. И подумал, почему бы нет, почему мы тоже сами не можем заниматься этим, только напрямую. Вот. И вот так образовалась компания наша. Начали заниматься уже более 3 лет, уже занимаемся плотно. Более 200 машин привезли. Давайте мы поговорим, Асхат, про электромобили, да? Это все-таки, тренд или будущее? Или, возможно, уже все вместе? Я думаю, что это будущее, но никак не тренд. Для Казахстана у нас не хватает инфраструктуры, нету зарядок, да, зарядных станций. Можно сказать, вот в Алмате, может, есть, в Астане, я бы не сказал, что их много, да. Также второе – это погода. У нас сильные морозы. И вот даже у меня у друга есть BYD. Он зимой 5-6 раз заряжает, чем летом. Летом он там 2 раза заряжает, ему хватает заряд на неделю, допустим. Вот. И между городами большие расстояния. То есть у нас нету таких заправок, да, между городами. Это, скорее всего, будущее для нас, для Казахстана. Через 5-6 лет это может стать нормой, да. Какой автомобиль лично для вас стал мечтой и символом успеха? Для меня символом успеха это не автомобиль, а символом успеха считается, когда мы подбираем автомобиль клиенту и выигрываем на аукционе ему, он оплачивает, все этапы это видит, и когда автомобиль, мы его привозим в Казахстан, и он видит этот автомобиль выигранный, почти сам он выиграл, вот это для меня символ успеха, вот, получается. А что вы считаете важнее в бизнесе? Это все-таки удача или трудолюбие? Это трудолюбие, это системная работа. Я считаю, что если человек трудится каждый день, целыми днями, да, то удача придет сама по себе. Что бы вы лично выбрали? Управлять классическим «Мустангом» или современным электрокаром? Выбрал бы... И почему, да? Да. Я бы поездил бы на «Мустанге». «Мустанг» – это... Я как жил в Америке, да, для меня Америка я очень сильно идеализирую, да, эту страну, возможно. Это американский стиль, это рев мотора, динамика, это, не знаю, мне нравится автомобиль. Еще у друга есть такой же автомобиль у меня в Грузии. Кабриолет – это очень вообще шикарная машина для лета. А электрокар, я так думаю, что это, если повседневно, да, для города. Передвигаться, экономия идет какая-то там. Асхат, скажите, пожалуйста, простыми словами, что такое аукцион?
Аукционы, это получается в США очень много есть аукционов, есть страховые аукционы. Страховые аукционы попадают часто битые автомобили, также бывает и косметическим ремонтом. Также есть дилерский аукцион, это Манхейм, там автомобили все, получается, без повреждений, без царапин, иногда бывают даже новые автомобили. Вот. На таких площадках мы в основном ищем. Это по критериям клиента, какой он хочет автомобиль. Иногда подбираем клиенту слегка с минимальными повреждениями, слегка подбитый автомобиль. И ему делаем полный пакет обслуживания. То есть у нас еще, я забыл сказать, у нас в Грузии есть свой сервис, автосервис. Туда привозим мы автомобиль. Получается, когда мы выиграли автомобиль с Америки, его доставляем в Грузию, и далее с Грузии идет в Казахстан. А в Грузии у нас есть свой сервис. Получается, когда мы забираем автомобиль с порта, мы везем свой сервис, обслуживаем, если нужны какие-то там детали, докупаем, и после этого отправляем в Казахстан. В чем преимущество вашей компании, так скажем, от ваших конкурентов? Преимущество у нас поэтапно идет поэтапная оплата. Мы можем разделить на 5 этапов оплату. Это самое главное, можно сказать, преимущество, что клиент не сразу оплачивает деньги, может оплатить в течение 14 дней и может сперва оплатить 30% от стоимости автомобиля. Вот. Это самое главное, конечно. Я думаю, мы конкурируем от других компаний. И прозрачность. У нас и большой штат в Грузии, также находятся наши автоподборщики. Также и здесь у нас находится один филиал в Астане. Хотим скоро открывать в Павлодаре и в Алмате один филиал. Расскажите, пожалуйста, о своей команде. Сколько человек работает в компании и как происходит подбор сотрудников? На данный момент работают в компании всего лишь 9 человек. Это 4 подборщика, 3 мастера в Грузии и также 2 водителя. Мы, получается, как к нам приходит человек, мы его полностью обучаем, даем все инструменты, как смотреть автомобиль, как выявлять категорию автомобилей. То есть иногда в Америке бывают утопленники, там обитые скрытыми дефектами. Мы показываем это, обучаем своего работника и даем все инструменты. И начинаем отрабатывать их по практике. Какие автомобили сегодня востребованы? В Казахстане это, конечно, первая машина номер 1, это Toyota. Toyota Camry. Да, по-любому, да. Каждый клиент мне интересуется Toyota, да. Если Toyota Highlander, либо Toyota Camry, и все. Только 2 этого. Из таких, конечно, сейчас много берут с Америки. Возьму, Форды у нас берут американские, F-150, пикапы берут. Гибридные очень начали машины брать очень много. Сейчас новые модели с 25-26 годов, абсолютно всех моделей. Это Mercedes, это BMW, это Volkswagen. Они уже оснащают гибридными моторами. Это в Америке, также и в Корее. Это по всему миру уже идет потихоньку переход на гибридов. Асхат, сегодня мы видим на дорогах нашей страны китайские автомобили, да? Их очень много. Чем китайский автопром отличается от других производителей? Китайский автопром, во-первых, отличается тем, что он новый, да? Он неизведанный для нас рынок, потому что это каждый месяц он как телефон выходит, как iPhone, 15, 16 Pro Max, то-то. И первый минус китайцев – это вы взяли, купили салоны, через 2-3 года вы уже не можете на вторичном рынке за ту же цену его продать. А, допустим, вы купили BMW, либо какую-то даже ту же самую Toyota. Или немца, да, какого-нибудь. Да, или какого-то немца, да. Через 2 года, пусть это будет через 5 лет, но вы продадите за ту же стоимость. Это у нас в Казахстане, да, также действует.
Почему сегодня казахстанцы выбирают именно китайские автомобили? Китайские автомобили, во-первых, это потому что заполнены автосалоны, во-вторых, это в кредиты выдают очень много. Вот. И они в основном новые и доступность. Доступность, мне кажется, в первую очередь в цене, наверное. Доступность в цене, да. И экономия идет. Ну, там, видите, это тоже некачественные материалы, некачественные, непроверенные поставщики. Вот мы пока мы не знаем, да, какой автомобиль, тот же, допустим, Чанган, какой-то Юникей или Хавал М6, да, какой лучше. Мы даже этого не знаем. Ну, даже и в Ютубе обзоров меньше на них. Асхат, скажите, пожалуйста, кто покрывает расходы, если при транспортировке автомобиля выявляются какие-то дефекты, повреждения? Если какие-то бывают повреждения, но это в основном редко бывает, за это отвечает у нас страховая компания. То есть, когда мы оформили груз, купили, мы застраховали его сразу и отправляем. А если бывают какие-то повреждения, то мы фиксируем в порту, когда прибывает автомобиль, фиксируем, отправляем это в страховую компанию по почте, и в течение 10 дней приходит нам ответ в виде денежной компенсации. Асхат, в течение какого времени вы доставляете автомобиль из США в Казахстан? Это в течение 2-2,5 месяцев происходит. Почему? Так как после приобретения автомобиля, после покупки, на следующий день едет эвакуатор, забирает его с ближайшего склада, везет его в ближайший порт. Там далее в порту идет таможенное оформление, автомобиля, получается, декларации, маршрутный лист полностью. Автомобиль там проставит около 2-3 недель в ожидании погрузки на корабль. После отгрузки на корабль он плывет месяц до Грузии, точнее. До Грузии идет месяц, и с Грузии уже разгружается, присылает нам фото, видеофиксация с порта, садим его на автовоз, и он отправляется в Казахстан. Вот, и вся эта доставка идет около 2,5 месяца. Иногда бывает 3 месяца, но это с учетом всех вот этих оформлений, подказа учет, да, до казахстанских номеров. А если доставка по небу, она быстрее происходит? По небу, да, быстрее, она за неделю бывает прилетает. Но это обычно мы на премиум автомобиле делаем, да, в частности от клиента зависит, насколько он быстро хочет свой автомобиль увидеть, да. Ну и доставка, наверное, по цене дороже, да, чем нежели по морю. По цене да? в 3-4 раза дороже, чем морская доставка. Цена зависит от марки автомобиля? Или у доставки фиксированная какая-то цена У доставки есть? фиксированная цена уже. Сухопутный транспорт фиксированный, морской транспорт фиксированный, получается. Все, у нас фиксированные ставки, фиксированные. Цена с Грузии до Казахстана также тоже все фиксировано. То есть наш клиент уже заранее, до покупки автомобиля, полностью знает все наши цены. По каким причинам автомобиль может задержаться? Ну, разные бывают причины. Отменили погрузку или в ожидании корабля, там, или бывает, что транзитный корабль перегружен и ждет другой корабль. Ну, тоже бывают всякие нюансы там. Это логистика, и не очень много всего бывает. И мы это всегда все решаем. Супер. Асхат, спасибо большое за то, что вы были вместе с нами. Благодарю и до новых встреч. Все, спасибо. Я напоминаю, сегодня вместе с нами был предприниматель, логист, автоброкер и директор компании «Автобаза КЗ» Асхат Кайрибек. Он помогает производить автомобили со всего мира и строить бизнес на доверии и профессионализме. Вы смотрели проект «Лайфкаст» на телеканале Музон. Я Арнур Ыстыбаев. До встречи. Лайфкаст на Музон.